Assalamu alaikum والسر يكون جبرو بوتون تناولك شكو زياراتري سيف لقدينا جا قرخيلغو تشكو بونو لحج قلالي شكون تناولك بتليبر ما شاء الله والسر الله يقام ولداندو جلبة زيارات إن شاء الله والسر كليبر. عليكم السلام. عليكم السلام. الحمد لله. وعليكم السلام. وعليكم السلام. ما شاء الله. محمد رسول الإمام وقلالنسا بزيترابو محمد منار خنما молодежь Шамиль Вагандалиев жуга. Салам алейкум Шамиль. Тинада жулба устурбал иншаллах. Хамад, салам алейкум. Типка от норжула Мансур консер. Навалакрал. Новостроил имам. Это Мансур. Братья, давайте, кому омовение надо сделать, кто за водой хочет пойти. Наши братья тоже догоняют, едут. Sana gubacaysa inşallah. Чекку губусар источник. Сайфина Кадина источник бурчикку. Тана жула имам тарашчал. Га источник чан не буру. Когда бы мы сюда не пришли, Шамиль, какая бы погода ни была, пока здесь омовение не сделают, Хасан туда не заходит. Сделать? Сейчас должен приехать. Да, хорошо. На самом деле, в такой погоде омовение делать. Хасан сильный человек. Зиму, если так снег везде, он обязательно омовение сделает. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Ваши шику сакин шорил саву хумбури талчин жула Сайфулла Қади Қуддиса сируху рахимахумуллахи та'ала шиккуну укса жумал ва ғазанишну шиккуну укун шикка шинулли укунурму шилу ванан хисаухуну ва каналу чивиқвиса ацигубуну шарашикумаса ацибуну укуми укумур шиккуни инсан талзанан нисари ва шараши шингу хаджан شكرنگو بسون إن شاء الله شكوا شكون زيارة رنگو مجاوان سقطسوي مكون ساكن خساري و منيتو جوجو هرتا شكون مقتري شكون مجاو قني و دكنين بوتان جولا تاريخ ونين جمع قمال لسون إن شاء الله. اللهم أمرنا شكوا جولا كانوا جولا كار جماعة بكون سيفوا قادنا جولا نتوكل جولا صدوق الشيخ سيفوا قادنا زيارة اللهم أمرنا يا الله جولا لكرالجو إمام قط قدرنا شو فيكم بكرة هالسنة و شو الله الله تعالى مرشد بشنو يا الله تعالى طول شو الناس هنا كنا يا الله ونيجي خميجو شكون ما بوجان مكون جل الجامعة خينوا هرزة كنا جاوا كنا Будет вести наш Рамазан имам Казикумуха. И все вот по порядку, вот здесь у нас порядок показано. Мухаммад Ясуби, Сайфулла Қади Қуддисируху, Мухаммад Ариф Афанди и Хасан Хими Афанди. Вот по порядку они идут. И чтобы так сделаем, чтобы мы отсюда потом и в Чиркей успели. Сайду Афанди Қуддисируху, чтобы там тоже зиара сделать, и в мечети там еще мы маджлис будем делать. Поэтому, братья,
аккуратно, складно, имеется в виду, друг за другом, за Рамазаном последуем и также выйдем аккуратно и отсюда, иншаллах, дуа тоже сделаю, тронемся туда в Черкей. Альхамдулилля, сегодня приехали, посетили зиарат Сайфулла Кади, потомка пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Пусть Аллах примет всех зиарат, кто приехал, кто хотел приехать и у кого не получилось приехать, дай Аллах всем здоровья. Haqqanussawa majlisda muhim xorini o'rana insonlar dunyoliksa xorishurto yala xorish umur va qanaqishurib mukrun o'rana qummasa barchalloh deyra va majlis sakin bunak shikum buk minnak zahmat bunak ya Allah va majlislar va ziyoratlar mümtaz shafaat barakat biyan nojummat finannen yarunchilgu veksa va venner chawsa bukleka kanova kanen qummasa barchalloh finannen va da organizovat dursa sullubanno ya Allah. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дорогие братья, вот сегодня с помощью Всевышнего Аллаха мы приехали на зиарат Сайфулла Кади Башларова. Конечно же, этот человек был великим алимом, ученым, квалифицированным врачом также. Поэтому пусть Всевышний Аллах вот наделит нас баракатом этого человека, шафаатом от этого человека. И пусть Всевышний Аллах сделает вот этот маджлис, вот объединение зиарат, для того, чтобы объединился лакский джамаат и каждый месяц вот так, чтобы мы посещали такие зияраты великих ученых. Ассаламу алейкум ва рахматуллах, уважаемые братья. Альхамдулилля, вот мы сегодня собрались здесь, были на зиарат шейха Сайфулла Кади Башларова, вот сейчас пришли на зиарат шейха Саида Фадник. Воздаю хвалу Всевышнему Аллаху, что Аллах нас всех собрал вот так, всех лакцев, всех жителей Лаки. Пусть Всевышний Аллах примет все наши зиараты. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Черкейцы, мы им очень благодарны тем, что на сегодняшний день в Лакском районе несколько человек работает, в том числе имам Лакского района, в Кулинском районе есть эти местные ребята отсюда, которые черкейцы закончили, отучились и пришли уже несколько лет, и там дават делают. И даже вот в Кулинском районе, когда нужна была помощь, черкейцу, да, который там работает, муслим отправил 50 тысяч рублей, денег тоже, отправил мастера, отправил материал, дом для него делают. Альхамдулилля, это огромная помощь, поддержка, то, что не хватало, что они отправили своих ребят, мутаалимов, и еще помогают тоже. Пусть Аллах вами будет доволен, даст возможность еще больше на дават помогать, поддерживать. И у нас, иншаллах рахман, намечается, будет конкурс о жизнеописании и жизни и творчества Сайфулла Кади Башларова. И этот конкурс мы будем проводить именно среди лакцев, чтобы каждый лакец, который живет сегодня в России, нет разницы, будто он в других странах живет, мы хотим сделать так, чтобы каждый человек услышал, изучил жизнь Сайфулла Кади Башларова. Почему? Потому что, когда мы знаем жизнь этих людей, она действует на нас, напрасно не бывает. Есть стихи имама Бусири, в котором он говорит: «Фаинна аль-мухибба лиман юхиббу юти'у», он говорит, если человек кого-то любит, он подражает, он следует, подчиняется ему. Когда мы любим посланника Аллаха, алейхиссалям, мы стараемся быть похожими на него. Когда мы будем знать, кем был Сайфулла Кади Башларов, на самом деле его жизнь и деятельность, и будут наши дети, подрастающее поколение знать, они будут стремиться похожим на него стать. Нет разве? И мы все должны стараться, чтобы они были похожими на них. Ведь среди нас, особенно среди лакского народа, вышли великие ученые. Умматуль Исламия гордится сегодня этим. Альхамдулилля, то, что были настолько большие великие ученые, которые прославили умму, прославили Дагестан для всего мира. Поэтому просьба и призыв ко всем к вам, чтобы вы, наших детей, близких людей, чтобы мы старались воспитывать в том же духе, в котором находились наши предки, и старались воспитывать именно в этом деле. И альхамдулилля, для этого сегодня у нас
дават, и призыв, и религия Аллаха хорошо идет. Хотя мы говорим, во время коммунизма застой был, тяжело было. Да, самый большой удар, который получили, эти были лакские районы и лакский народ, потому что там была самая сильная религия. Это был центр давата, центр, откуда выходили уляма и студенты мутаалими. Там и сделали упор, чтобы убрать эту религию. Но, альхамдулиллах, Аллах на себя взял. И до судного дня эта религия будет. Поэтому и флаг ислама, она вновь будет порхать и выше подниматься днем за днем, иншаллах рахман. И для этого все люди, вы здесь, которые сидите, находитесь, я уверен, каждый из вас приложил огромные усилия. Ваше переживание, это очень многого стоит. И сегодня, благодаря переживающим людям, сегодня у нас открылась мадраса в Казикумухе именем Джамалуддина Казикумухского, который был духовным наставником нашего имама Шамиля и всех имамов Дагестана, функционирует. И подобные мадрасы еще будут, иншаллах рахман, открываться. И чтобы она существовала, сегодня тоже огромную поддержку делают некоторые наши братья. Один из них я хочу отметить, и он здесь сидит. Я знаю, что он не захочет об этом, чтобы говорили, но я вынужден сказать, чтобы для всех был это примером, и чтобы мы старались быть поддержкой и поддерживали мутаалимов, имамов. Это наш брат Ни'матуллах, который является сам из Казикумуха. Он в течение нескольких лет, он 20 тысяч рублей на помощь, поддержку давату имаму отправлял. Сколько времени уже, несколько лет, я даже не знаю, сколько уже прошло. И недавно тоже он на днях позвонил и говорит, еще 20 тысяч рублей я буду перечислять, говорит, на мадраса тоже. Каждый месяц 40 тысяч рублей этот человек дает на дават, на садака, поддержку. Альхамдулилля, это огромное дело. Мы же знаем, есть еще богаче тоже и много людей, но Аллах им не дал это счастье, не дал это возможности вот так ради ислама для давата пускать это все. Но ему дал. Поэтому мы хотим поблагодарить и выразить благодарность. Посланник Аллаха тоже говорит, кто не благодарит людей, и Аллаха он не благодарит. Поэтому пусть Всевышний Аллах вам даст тауфик и возможность, Ни'матуллах, и всем нам поддерживать, помогать мутаалимам, давату, исламу, кто находится рядом. Брат, подходи, как бы тебе тяжело не было, подходи. Бабай Сулейманову Ни'матулле за неоценимый вклад в укрепление и распространение духовно-нравственных ценностей в Лаки. Желаю вам мира, милости Всевышнего и его благословения. Да наставит Всевышний нас на путь истины и приумножит все наши благие деяния. Пусть Аллах будет. Ассаламу алейкум, уважаемые братья. Опять-таки хочу воздать хвалу Аллаху за то, что Аллах дал нам возможность прийти посетить своих любимцев. Мы все знаем то, что этот дуньял является мраком, а ислам, религия, является светом. И то, что нас выводит из этого мрака, мы знаем, это наша религия. И тот, кто освещает это, ученые алимы, этот путь посредством нашей религии. И эти ученые, шейхи наши, они являются теми, которые прошли этот мрак к свету Аллаха, и по милости Аллаха сумели вернуться к нам, для того, чтобы нам указать этот путь. И поэтому мы должны крепко держаться за наших ученых, за наших шейхов, которых Аллах тоже по своей милости нам дал увидеть этот свет. Мы увидели, обернулись к этому свету, но мы должны сделать так, чтобы мы приложить усилия, имеется в виду стремиться к этому свету. Не стоять, смотря на него, а идти к этому свету для того, чтобы выйти из этого мрака. Иншаллах, рядом с нашими учеными алимами. И дай Аллах нам возможность побольше алимов среди нашего джамаата, который всегда был за течение распространения, имеется в виду от 1400 лет, как пришел ислам в Дагестан, всегда были впереди и шли. И их задача была сохранить нашу религию и донести до нас. Но вот этот период коммунизма мы видели, какое гонение видел наш джамаат. И именно лакский джамаат очень сильно пострадал из-за этого. И их задачей было тогда сохранить религию. Не распространять, а сохранить именно в том чистом виде, который как дошла до нас, до них. А нашей задачей сегодня является, братья, его распространять.
они сохранили для нас его, мы должны его распространять. Как наш брат Мухаммад говорил, Майранов, не держать позицию обороны, а наступления. Мы должны уже идти вперед и наступать, для того, чтобы эта религия не остановилась, можно сказать, на нас. Мы должны идти вперед и делать ту работу, отправляя наших детей, для того, чтобы обучались. Вот открыли мадраса в Кумухе, мы знаем, можем туда отправлять наших детей, чтобы они в духе прошлого, да, можно сказать, чтобы они воспитывались и получали знания, иншаллах. Поэтому есть надежда, то, что каждый из нас поймет, признает это и последует этому, для того, чтобы у нас было побольше муталимов, побольше алимов, так как алимы — это наследники пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, и только наследники пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, могут принести благо и сохранить мир, спокойствие и процветание и в этом дуне, и, конечно же, в мире вечном. И я думаю, здесь есть братья и достойнее меня тоже, которые могут сказать слово. Я думаю, это наш брат Мухаммад Расул. Почему? Потому что он долгое время, он был впереди всегда, он был старшим над лакским даватом, он был старшим имамом, курировал все районы, и сегодняшний день тоже он является имамом нашей привокзальной мечети имени Сайфуллах Кади Куддиса Сирруху. Поэтому, Мухаммад Расул, пожалуйста, подходи, будем рады тебя слышать. Пусть Аллах сохранит нас и наше потомство от заблуждения, от фитны этого дунья и объединит нас вокруг своей религии и точно так же соберет нас вокруг хавза пророка, саллаллаху алейхи вассаляма. Вассаламу алейкум. Всех люблю, уважаю, братья. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Уважаемые братья, пользуясь этим случаем, прекрасным днем, сегодняшним, вот несколько слов тоже скажу. Мансур, конечно, преувеличил насчет меня. Каждый из нас, кто здесь сидящий, на самом деле я сам лично знаю, сталкивался, кому бы ни обращался я, в самую тяжелую минуту каждый и словом, и делом, и деньгами помогал, поддерживал. Из этого это была общая задача. И сегодняшний наш зиярат это своего рода такое выражение благодарности Всевышнему Аллаху от нас. По-другому ее не назовешь, потому что когда мы ценим, когда мы любим что-то, мы это посещаем, мы это рассказываем, мы к этому стремимся. Из этого это выражение благодарности Всевышнему Аллаху за то, что Аллах нас одарил вот такими наследниками пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Они были у нас, они есть сегодня, и есть большая надежда и радость, что они будут в дальнейшем тоже на земле Дагестана. И благодаря этим ученым, шейхам, алимам, свет ислама, иншаллах, будет распространяться не только в Дагестане, но и во всем мире. И, альхамдулиллах, этих наших ученых, шейхов, имамов знают во всем мире. И вот эта благодарность, которую сегодня мы вот выражаем вот такими зиаратами, она многого стоит на самом деле, ибо смотря на сердца рабов Всевышний Аллах, и когда в этих сердцах находит хотя бы немного благодарности за те блага, которые Аллах одарил нас, Аллах непременно это все умножает, приумножает, ибо сам Аллах в Коране об этом говорит: Бисмиллахи рахмани рахим, ла ин шакартум ла азиданнакум. То есть, если вы будете благодарны мне за мои блага, я вам непременно это приумножу многократно. Из-за этого, в этом баракате мы нуждаются наши потомки, иншаллах. И как здесь сказал Мансур, сегодня не то время, когда на самом деле нужно ограничиваться тем, что вот Аллах нас одарил этим благом. Сегодня нужно уже в позицию наступления приступить, то есть доносить то, что вот к нам дошло, и до других тоже. Прошу Всевышнего Аллаха, чтобы Аллах принял наш зиярат, чтобы Аллах одарил нас баракатом этих великих шейхов, и нас, и наших потомков, наших близких, родных, весь Дагестан и всех мусульман. Аминь. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. хотел бы
выразить благодарность всем нашим братьям по вере, которые приняли участие, приехали на эти баракатные, так скажем, места, зияраты. И да примет Всевышний Аллах у всех этот зиярат. И да вознаградит Аллах на этом и на том свете и объединит нас вместе с нашими праведниками. Аминь. السلام عليكم ورحمة الله خير سلك الجماعات حقينو جاوسة جلالك الملة الإنسان تلقوني سجاهل تلبوقني وبيناكسكي رايون لي ويخني كزانيش ديسا شرعون شكو سر اوتسونو زيارات تسر شكو قناص عالم چو شيخ أستاذ سيف الله قادي قدس سيروه مو عنو قناص درجة الإنسان يكسر تسرت أمور حقينو شلا دنيا اللي مشهور خصة Салчимур муфти Северный Кавказ на усему монияту ницокула шарабасса лакрарай оналеса Аллахна инчати ура ва хакинуса жула зиярат قامول بانوتي وانيل براتشت هرتسا جولا ملتر وسا لكرا كل فترة بينوتي سامي ملتر إن شاء الله دغستان وبسرمان دنيا لسه بسرمان بيننا وزيارات البراتشت. Ассаляму алейкум, дорогие друзья. Вот сегодня мы посетили, альхамдулилля, совершили зиярат Верхний Казаниш Сайфуллах Кади Кудиса Сирруху, наш выходец и житель, который был селянин Ницаукра Лакского района. И после мы приехали в селение Черкей, посетили духовного наставника Саида Афанди. И сегодняшний наш визит это говорит о том, что всем нам, тем людям, которые вышли, да и у кого не получилось, нам не безразлична судьба нашего Дагестана и подрастающего поколения, что нам не безразлична история нашего Дагестана. Мы знаем, кем они были, какими они были, наши предки, как они старались сделать все для того, чтобы мы сегодня жили хорошо, жили в религии Всевышнего Аллаха. Поэтому сегодня вышли все наши братья и приехали вспомнить истории, вспомнить этих великих людей, великих личностей, и чтобы мы, наши дети, чуточку были ближе, чуточку были похожи на них и растили своих детей. И призываю всех братьев и сестер, особенно родителей, чтобы мы своих детей воспитывали в духе религии, в духе истории наших предков, достойных предков. Пусть Всевышний нам поможет всегда вот так собираться и проводить подобные мероприятия, маджлисы, зияраты, посещать. Баракаллах всем. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.